28 декабря 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с ежегодным посланием парламенту страны. На протяжении более 3 часов президент выступал перед парламентом, затрагивая различные темы. Послание транслировалось в прямом эфире по всем телеканалам страны. Вначале прозвучала дежурная критика в адрес госслужащих и чиновников за плохо проделанную работу в некоторых сферах, после чего Рахмон начал рассказ о якобы достигнутых невероятных успехах Таджикистана по сокращению бедности, экономическому развитию страны, энергетическому потенциалу и заверил, что в следующем году зарплаты госслужащих вырастут на 40%, а пенсии на 30%. Особенное внимание общественности привлекло неожиданное проявление почти отеческой заботы о трудовых мигрантах. زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر. اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش. چون ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. Заявил Рахмон на 30-й год своего нахождения у власти в стране. По мнению наблюдателей, в основном очередное послание Рахмона оказалось типичным ежегодным отчетом в советском стиле, хотя в этот раз и были затронуты некоторые новые темы. Вместе с тем представители таджикской оппозиции выразили обоснованное сомнение в искренности его заявлений относительно положения таджикских трудовых мигрантов. Момент, который привлек внимание многих, это неожиданное открытие Рахмоном темы трудовых мигрантов. Призывая к стыду, совести и чести, президент в то же время не объяснил причины создавшейся ситуации, как и не озвучил и пути решения. На протяжении 3 десятилетий трудовые мигранты являются разменной монетой в политических играх Кремля с режимом Рахмона. Они были и остаются самыми бесправными людьми в России, за которых не вступается даже собственная страна, ведь режим Рахмона никогда особо не интересовался положением мигрантов. После начала российского вторжения в Украину и ряда неудач на фронте, Кремль начал переключать внимание россиян на проблему засилья в России трудовых мигрантов, проводя облавы с применением особой жестокости. Все это привело к возмущению трудовых мигрантов, что привело к многочисленным публичным обращениям к правительствам своих стран с призывами защитить их. А трудовые мигранты традиционно считаются политически активной частью населения страны. Если их игнорировать, они, доведенные до отчаяния, могут начать представлять серьезную угрозу режиму. Особенно в условиях передислокации в Украину значительной части охраняющего режим Рахмона российского военного контингента в Душанбе и Бохтаре. Именно это и вынудило Рахмона озаботиться проблемами трудовых мигрантов, считает таджикский блогер Абдулло Аббосов.